О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Национальное здравоохранение на ВДНХ. В рамках международной выставки форума «Россия» стартовал национальный конгресс с международным участием. Обсуждаются вопросы здравоохранения, что представит Якутия. Долгожданное возвращение. Городские маршрутные автобусы вернулись на проспект Ленина в Якутске. Будут ли менять схему движения? Все потомки ямщиков вместе. В Якутии отмечают юбилей Иркутско-Якутского почтового тракта. Презентована книга об одной из старейших дорог России. Зима началась с Якутии. Сегодня в республике зажгли первые новогодние елки страны. Чем запомнятся церемонии? Республика кино. В Якутске стартовал 3-й фестиваль короткометражных фильмов. Призы в каких номинациях ждут победителей? Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам года составит около 74 лет, сообщил Владимир Путин. Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов. Первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет, сказал глава государства. Отметим, что в Якутии на ноябрь показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился до 73 лет. С сегодняшнего дня городские маршрутные автобусы вернулись на проспект Ленина. После почти двухлетнего перерыва, связанного с ремонтом центральной улицы Якутска, автобусы вновь начнут ездить по годами устоявшимся маршрутам. Ожидаются ли изменения в работе общественного транспорта, узнавал Александр Хавренко. С 1 декабря маршрутные автобусы города Якутска возобновили движение по проспекту Ленина. Во-первых, это позволит разгрузить параллельные улицы Ярославского и Орджоникидзе. А во-вторых, вернуть проспекту статус пересадочного хаба, откуда можно доехать в любую точку города. Правда, за 2 года пассажиры уже привыкли к остановкам на Орджоникидзе и Ярославского. Ну что ж, будем привыкать по-новому. 16 городских и 2 пригородных маршрута вернулись на главную улицу столицы. Возобновлению движения предшествовала большая работа, проведенная окружной администрацией. Отрегулировали светофорные объекты, значит, подготовили дорожное полотно, разметки, все остановочные карманы и так далее. Буквально сейчас уже у нас заканчивается оборудование теплых остановок, открытые навесные павильоны, остановочные павильоны уже, в принципе, везде установлены. Имеются все соответствующие дорожные знаки, знаки автобусных остановок, знаки запрета парковок и так далее. Также на следующей неделе на остановках должны появиться электронные табло для отслеживания движения автобусов. График работы для каждого маршрута установлен индивидуально, но самые популярные и востребованные будут работать до 22 часов. В первое время, возможно, большие интервалы между автобусами. Связано это с нехваткой водителей на некоторых маршрутах. До пандемийное время, так скажем, у нас было 450 графиков, мы по городу выполняли. После пандемии, вот как у нас пандемия прошла, как бы в перевозках так немножко стало похуже у нас. И на сегодняшний день у нас графики 290, по-моему, насколько по графику у нас графики 290. То есть у нас нехватка автобусов. Ну, автобусы они как таковые есть, нету водительского персонала, квалифицированных водителей с категории D. Первые 2 месяца после открытия движения по проспекту окружная администрация будет вести мониторинг пассажиропотока. И не исключено, что после этого некоторые автобусы изменят маршрут и, возможно, часть из них перейдет обратно на параллельные проспекту улицы. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Алроса и якутские IT-компании создают новые цифровые решения для конкуренции с другими недропользователями и для того, чтобы остаться в лидерах отрасли. Сегодня алмазной компании как никогда нужны грамотные и эффективные IT-решения. Эту задачу Алроса решает в том числе в сотрудничестве с Фондом развития инноваций Якутии. Подробнее в сюжете. Цифровые технологии стали неотъемлемой и важной частью любой сферы деятельности в промышленности. Примерами применения цифровых технологий в рамках программы «Трансформация производственного блока» стали такие проекты, как цифровые модели месторождений, интеллектуальные системы планирования и обработки информации, центры управления операциями, автономный бутобой и другое.
У нас есть такая глобальная стратегическая цель – это обеспечить безопасность производства, обеспечить эффективность производства. И, соответственно, к этому крайне способствует развитие цифровых технологий, прежде всего безлюдное производство, по сути, минимизировать контакт людей с опасными производственными объектами, с зонами риска и так далее. Цифровая трансформация «Алроса» внедряется поэтапно. В числе важных задач – замещение иностранного программного обеспечения. Процесс масштабный, и именно здесь компания привлекает якутских разработчиков. Как и многие компании тогда, мы используем ряд зарубежных решений. Но сейчас тренд на импортозамещение, как все прекрасно знаем, и «Алроса» здесь одна из лидирующих компаний, и мы меняем, по сути, западные ERP-решения на отечественные продукты, прежде всего на базе решения 1С. Это длинная программа, это примерно пятилетка, но мы уже и понимаем, как идти, когда идти, формируем сейчас команду, ну и, собственно, основные решения все приняты. В рамках подписанного соглашения с Фондом развития инноваций Республики «Алроса» в течение ближайших 3 лет выделит 100 миллионов рублей для поддержки проектов импортозамещения программного обеспечения. Разрабатываемые программные продукты будут полезны не только «Алроса». Компании-резиденты IT-парка Якутска смогут масштабировать их, предоставляя другим крупным российским компаниям. Мы вместе с Фондом развития инноваций поддерживаем те продукты, которые не только специфичны для «Алроса» и для конкретно наших задач, но мы поддерживаем прежде всего коммерческие продукты, которые можно будет выводить на рынок. У нас уже есть несколько примеров. В работе, например, очень интересный проект по системе диагностики авиадвигателей, которая замещает ушедших производителей. Это система для нашего медицинского центра, которая позволит дистанционно получать часть, обрабатывать данные, получать, собственно, предварительные заключения. В Якутии уделяется большое внимание развитию IT-технологий. Многие проекты признаны на мировом уровне. Якутские специалисты показали, что сегодня автоматизировать можно любой процесс, от книг до геологоразведки. Именно поэтому «Алроса» готова стать соинвестором различных IT-проектов. Власий Сергеев, Тимур Калмогоров, Виталий Прокопьев, Сергей Заборовский, Якутск. В Якутии отмечают юбилей Иркутско-Якутского почтового тракта. В историческом зале Национальной библиотеки провели торжество, посвященное 280-летию регулярного сообщения по Иркутско-Якутскому почтовому тракту и памяти видного государственного деятеля, председателя Совета общественной организации «Потомки ямщиков» с 2007 по 2022 год Анатолия Добрянцева. Мероприятие открыло 2-й межрегиональный форум «Все потомки ямщиков вместе». В числе почетных гостей в Якутию прибыли заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и мэр Жигаловского района Иркутской области Игорь Федоровский. Также презентована книга «Иркутско-Якутский почтовый тракт. Прошлое и настоящее». Организована выставка, которая включила в себя научные и справочные материалы, исторические предметы быта ямщиков. Кроме того, вручили юбилейные медали и награды. Завтра будут большие мероприятия, связанные с проведением фестиваля ямщицкой культуры. Мы тоже хотим посмотреть что-то такое. И, соответственно, есть призывы к нашей стороне, чтобы мы в Иркутске тоже подняли вот эту вот тему очень активно. Но она у нас не так звучит ярко, как у вас в Якутии, честно скажу, потому что ямщиков там как-то вот особо нет. Хотя сами станции сохранились, у нас все деревни по Якутскому тракту, как в Иркутске называют, Иркутскачу, через 30 километров, то есть непосредственно почтовые станции такие располагались у нас. Несмотря на то, что Мирнинский район промышленный, сельское производство в Алмазном крае давно является привычным делом для многих. Сегодня в районе содержат около 1000 голов крупного рогатого скота и порядка 500 лошадей. Одна из важнейших задач – это провести зимовку скота без потерь и не снижая надои. Как началась зимовка, узнаем в сюжете. По данным районного управления сельского хозяйства, поголовье крупного рогатого скота по району сегодня составило 1000 голов. Поголовье лошадей и табун сейчас насчитывает около 500 голов. К зимовке скота мы приступили согласно плану. Основная доля у нас планируемых сена уже завезены на территорию Минского района. В связи с отсутствием продуктивных сельхозземель мы вынуждены покупать за пределы нашего района.
В 2020 году 147 голов крупного рогатого скота якутской породы доставили в Садынский Эвенкийский национальный наслег, где было создано отделение генофондного казенного предприятия «Якутский скот». Новое стадо обеспечило и новые рабочие места. Разведением скота данной породы мы начали заниматься с 2020 года. На данный момент в коровнике содержится 150 голов якутской породы. Сейчас в данное время рабочих рук в принципе хватает. Сегодня здесь трудятся 14 человек. Но единственное препятствие для нас – это отсутствие ветеринаров в коровнике. Приходится вызывать специалистов из соседних районов. Хотя коровы и очень неприхотливы, но для обслуживания стада, работы доярок был нужен приличный коровник, современный, отвечающим всем требованиям и нормам. И в 2021 году в Сюльдюкаре построили новый коровник, где и стоит якутский скот. В сельском хозяйстве я работаю еще с тех времен, когда здесь было отделение бывшего совхоза «Новый». С тех пор, как здесь построили новый коровник, перед нами стоит задача увеличить количество скота до 200 голов. Несмотря на то, что коровник не механизированный, мы с легкостью трудимся своими руками. До недавнего времени даже коров доили вручную. Отделение генофондного казенного предприятия «Якутский скот» был создан, чтобы наладить переработку сырого молока и мяса не только в Мирнинском районе, но и по всей республике. Но, к сожалению, продукция реализуется только в поселке, так как здесь до сих пор нет круглогодичной дороги. Анна Васильева, Мирный. Питание и биотехнологии для здоровья сбережения населения Арктики. В Якутске провели 7-ю научно-практическую конференцию. Это часть 10-го гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» и 12-го фестиваля «Зима начинается с Якутии». Участники собрались в научном центре, чтобы обсудить вопросы развития местного производства и повышения его качества. Подробности у Марины Захаровой. С докладами на конференции выступили ведущие ученые, специалисты и сотрудники пищевой индустрии с нескольких регионов страны. Они представили результаты своих фундаментальных и прикладных исследований в части питания и здоровья людей, проживающих в суровых условиях севера, с акцентом на важность потребления местного сырья. Будут представлять свои разработки, то, что касается поиски биологических активных веществ именно из уникального арктического сырья. В местных условиях организм человека подвергается воздействию целого ряда различных факторов, приводящих к недостатку жизненно необходимых витаминов и минеральных веществ. Оттого вопросы питания на севере имеют высокую значимость. Предпочтение отдается продукции, изготовленной из местного сырья, так как оно лучше всего усваивается у якутян. На генетическом уровне у населения запланировано уже в организме потребление тех или иных продуктов, которые им близки, которые близки их предкам. Поэтому действительно это важно использовать и местное сырье для изготовления каких-то продуктов, и дикоросы, тоже, которые произрастают на территории региона. На конференции были представлены наработки в мясной, хлебобулочной и молочной промышленности. Я на конференции буду докладывать о микроорганизмах, выделенных нами, которые участвуют в процессе заквашивания кисломолочных продуктов. Мы выделили именно лактобактерии из якутского комуса. Свои. Впервые это дикие закваски. У нас 3 штамма лактобактерий, 2 штамма лактобацилл, это ацидофильные палочки, 3 у нас это болгарская палочка. И еще мы выделили тоже молочные дрожжи, тоже все это якутского комуса. По завершению конференции будет организована работа по внедрению в производственные предприятия новых технологий, ориентированных на максимальное сохранение пищевой ценности продуктов. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Зима началась с Якутии. Сегодня в республике зажгли первые новогодние елки страны. Мероприятие стало частью масштабного одноименного фестиваля, который уже стал брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. Как прошла церемония зажжения главных символов Нового года, знает мой коллега Петр Васильев. 1, 2, 3, елочка горит!
Первыми праздничные огни засияли на площади Дружбы. В этом году зеленая красавица расположилась именно здесь в связи с ремонтом площади Ленина. 20-метровое искусственное дерево украсили шарами и почти 1500 гирлянд и огоньков разных форм и размеров. Мероприятие собрало много восторженных зрителей всех возрастов. Я в Якутии приехала на зажжение первой елки в России. Я на таком мероприятии впервые и очень рада, если честно, что сюда попала. С наступающим 24-м годом! Всем добра, здоровья! Всем добра, здоровья, радости, счастья! Чтобы всем все было хорошо, чтобы достаток был в доме, чтобы Новый год принес все самые хорошие мечты. Впервые церемонию зажжения первой новогодней елки страны покажут на главной аллее ВДНХ. Там же якутский Чесхан передаст символ холода Деду Морозу из Великого Устюга. Сегодня все Деды Морозы будут принимать символ холода, и все 90 елей, которые находятся на территории ВДНХ, будут одновременно зажигаться. И очень важно то, что именно символ холода, именно Чесхан, именно наша родная республика Саха-Якутия запускает этот праздник по всей стране. Следом эстафетную палочку предновогодних будней перехватила главная елка столицы, и ее традиционно расположили на площади Орджоникидзе. Саму конструкцию монтировали в течение 2 недель, а искусственные ветви символа Нового года украсили игрушками в национальном стиле. Поздравляю всех вас, желаю в 2023 году закончить все свои запланированные дела. Детишкам поздравляю, желаю всем хорошо закончить полугодие. Поздравляю всех вас с этим замечательным днем. Ну и главное нововведение этого года – зажжение городской елки продолжилось праздничным шествием автоколонны. Она проехала от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. Каждую машину украсили гирляндой и прочими новогодними атрибутами специально для создания праздничного настроения у горожан и гостей столицы. Петр Васильев, Алексей Степанов, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутск. Ну и Нерюнгринский район не стал исключением. Наш корреспондент Иван Лазаренко побывал на зажжении елки в самом центре Южной Якутии. Раз, два, Южная Якутия в этом году полностью оправдывает свое название. Несмотря на декабрь, установилась очень теплая погода, но тем не менее на календаре 1 декабря, а это значит, что в Нерюнгри на главной площади, как и во всех остальных городах, поселках и деревнях нашей большой республики, зажглись новогодние елки. Но по доброй традиции, кроме того, что сегодня зажглась новогодняя елка, здесь произошло самое настоящее новогоднее чудо. Традиционно самое чудесное времяпровождение 1 декабря со всех поселений Нерюнгринского района приезжают Деды Морозы и их замечательные внучки Снегурочки. И поэтому у нас сегодня на площади было 8 Дедов Морозов, 8 Снегурочек, Чесхан и Харчана. Было весело, азартно и красиво. Новый год – это праздник, которого, безусловно, ждут все, и дети, и взрослые, потому что под Новый год принято подводить итоги года уходящего и строить планы на год будущий. И сегодня на центральной площади города Нерюнгри воздух буквально пропитан новогодней атмосферой. Очень много людей пришло сюда поделиться своим новогодним настроением. Очень рад такому событию, как зажжение елки, да, Новый год у нас получается на носу. Очень рада этому. Все замечательно, спасибо большое за такую красивую елку в нашем городе. Хорошо, праздник вот такой вот, очень хороший. Замечательно, все нравится. Яркие, Дедушек Морозов, столько много Снегурочек. Были очень рады встретить здесь зажжение елочки. Очень приятно, спасибо. Спасибо, все супер, красота, Дед Мороз молодец, все молодцы, всем спасибо, всех с наступающим. Якутия, привет! Хорошее настроение, всех с праздником, с первым днем зимы. Очень хороший и очень веселый. Я прям удивился. Отлично, настроение замечательно. Эта елочка будет нас теперь радовать в зимние месяцы. Мы довольны с ребенком. Хорошее настроение, праздник замечательный. Все вообще очень замечательно, очень красивая елка. Мы, конечно, немного опоздали, но на хоровод успели. Отличная елка. Всем желаю новогоднего настроения, любви и счастья.
Сегодня вместе с зажжением новогодней елки стартовал и традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии», организаторы которого приготовили для жителей и гостей Нерюнгринского района немало сюрпризов. В рамках фестиваля пройдет открытие горнолыжного сезона, состоится фестиваль строганины и начнет свою работу резиденция Деда Мороза. Идем далее. Национальное здравоохранение на ВДНХ в рамках международной выставки форума «Россия» стартовал национальный конгресс с международным участием. Это масштабная, многопрофильная и мультиформатная площадка для демонстрации ключевых достижений отрасли и презентации лучших практик, обмена опытом. Среди участников представители органов власти, организаторы здравоохранения, медицинское и научное сообщество, представители некоммерческих организаций и бизнеса. На конгрессе работает наш СОПКОР в Москве. Максим Кардозу, он с нами на прямой связи. Максим, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Сергей. Второй конгресс «Национальное здравоохранение» стартовал, и медицина – это один из главных приоритетов государства. Об этом здесь говорится постоянно. И больше 1000 участников, представляете себе, приехали из всех регионов нашей огромной страны, чтобы поучаствовать в этом форуме. Это, как ты уже упомянул, конечно же, федеральные, региональные власти, представители специализированных вузов, главврачи, а также экономисты, бизнесмены, ученые. В общем, все эти люди, которые должны сделать медицину доступной, да, в нашей стране. И это конгресс, он стартовал на площадке выставки «Россия». Это подчеркнул и президент нашей страны Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам. Он также сказал о вызовах, которые стоят сегодня перед здравоохранением. Ну и напомнил о тех успехах, которые случились за год. Давайте послушаем фрагмент выступления президента. Всего за последние годы создано почти 2000 фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. Приобретено самое современное медицинское оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тысяч автомобилей. Конгресс идет в течение 2 дней. Больше 30 площадок работает одновременно. Это и круглые столы, различные сессии панельные также выступают. Ну и, конечно же, пленарное заседание, которое завершилось буквально только что. И вот там отметили, что 3 все-таки главные такие направления были озвучены. Это то, что здоровье каждого человека важно, а также долголетие тоже одно из приоритетных направлений в нашей стране. Мы должны с вами жить дольше. Ну и, конечно же, практика регионов. И люди, с которыми мы здесь пообщались, все как один говорят, что этот конгресс, его важность в том, что он смотрит на здравоохранение комплексно. Все-таки очень много, наверное, мероприятий, форумов, которые посвящены узким каким-то специальностям, специализациям, например, сердечно-сосудистой системе. Ну а здесь смотрят на медицину со всех углов и привлекают самых разных специалистов. И хочется отметить, что обмен опытом разных регионов – это очень важно. Можно подсмотреть, где что применяется, какие инновации, и также примерить на себя. И хочу подчеркнуть еще, во время пленарного заседания было выбрано для выступления всего лишь 3 губернатора 3 регионов. Среди них оказался и Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха-Якутия. Он рассказал о тех новшествах в медицине, которые применяются у нас в республике. Вызвал большой интерес. Давайте послушаем, о чем он говорил. Конечно же, очень серьезное значение мы придаем оказанию помощи медицинской в труднодоступных территориях. Благодаря Министерству здравоохранения страны за последние годы увеличилось значительно финансирование санитарной авиации. Я за это, Михаил Альбертович, хочу здесь вам еще раз от всех северных регионов выразить большую благодарность. Но при этом мы понимаем, что просто увеличивать расходы на санавиацию – это не панацея. И просто даже вопросы укомплектованности высококвалифицированными кадрами арктических больниц, например, это для нас всегда серьезная проблема, как и для других регионов северных. И с этого года мы поменяли подходы, внедрили новую модель арктической медицины, мы так ее называем. В городе Якутске у нас создан мобильный центр, в котором работает 270 человек. Это мобильные бригады, которые постоянно ездят как раз по труднодоступным нашим территориям и, имея мобильную, опять же, высококлассную медицинскую аппаратуру, на местах проводят осмотр населения. У нас на территории 1 600 000 квадратных метров в Арктике, в Якутской Арктике, живет всего лишь 70 000 человек. И вот благодаря этой системе мы за этот год уже охватили половину этого населения.
Причем мы видим, что выявляется достаточно большое количество болезней новых у людей. Практически 20% выявляемых болезней – это те, которые выявляются у людей впервые. Одна из главных тем Конгресса – это цифровизация и инновации. Хочу привести очень интересный пример. Здесь презентовали роботов, которые появились в некоторых московских поликлиниках. Они выглядят очень странно, как такие футуристичные кошки, их даже называют робокошками. Они стоят на ресепшене, к ним можно подойти, узнать какую-то информацию, спросить вопрос, и даже они могут провести вас к нужному кабинету, к нужному специалисту. В общем, такие помощники. Также они приносят небольшие вещи. В общем, если эксперимент удастся, такие робокошки появятся и в других поликлиниках Москвы, и в других также регионах. Будем ждать, что в Якутии тоже. В общем, Сергей, я хочу сказать, что роботы среди нас уже и в медицине тоже. Максим, спасибо. Ну что ж, будем ждать от тебя новых подробностей Конгресса. Ну а пока продолжим нашу программу. В Якутске стартовал 3-й фестиваль короткометражных фильмов «Республика кино». Региональный кинофорум собрал любителей со всех уголков Якутии. Отборочный тур начался в сентябре, и за это время было подано более 80 заявок. Члены жюри оценят работы порядка 30 конкурсантов по 4 номинациям. Это лучший игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм и лучший социальный видеоролик. Победители получат денежный приз за каждую номинацию. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, где профессионалы расскажут о секретах производства кино. Фестиваль откроет алтайский полнометражный фильм «Тропа». Республика кино продлится в течение 3 дней. Для меня большая честь оказаться в Республике Саха на республиканском фестивале короткометражного кино. Мне кажется, это очень интересно, потому что короткий метр – это сердце любой индустрии, это то место, где рождается новый язык, новые голоса, новые авторы. И мне кажется, что, учитывая то, какой является кинематография в Якутии, мы на этом фестивале обязательно найдем новых героев. А дальше мы надеемся, что мы сможем отобрать одну из картин и дальше позвать в конкурс фестиваля «Короче», тем самым выведя те достижения, которые получили здесь, на федеральный уровень. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.